Здравствуйте, Камал Байке. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам на подкаст, интервью. Вам спасибо, что пригласили. Да. Как я сказала, подкаст СМД, он посвящен памяти и сохранению, актуализации памяти, для того, чтобы искать ответы на вопросы, которые волнуют нас сегодня. И мы приглашаем разных наших друзей, вообще людей из сообщества вокруг СМД, чтобы смотреть на память из разных позиций. И сегодня с вами мы бы хотели поговорить вообще о многом, но главным образом про искусство. Вот про визуальное искусство советского времени и настоящего времени в современном независимом Кыргызстане. Вот. И в самом начале, наверное, я бы хотела вам задать такой вопрос, раз уж мы говорим про искусство и про вашу профессиональную деятельность, что вы позиционируете себя, я вижу, как неформального культуролога. Да, почему такое происходит, почему такая формулировка? Ну, объяснение у меня простое, чуть-чуть такое. Вы знаете, в 91 году как бы СССР развалился, да, и были уничтожены такие кафедры, которые называются научным коммунизмом. Вдруг выяснилось, что это был не научный коммунизм, но люди-то никуда не делись. Они остались вот на своих местах. И мне кажется, что сегодня правильнее быть неформалом. И я думаю, что даже и государству надо поддерживать вот такие неформальные инициативы, потому что только они могут менять нашу страну в правильном направлении. Неформал, он в разных ситуациях имеет разный оттенок, но суть того, что я не хочу вот формализоваться в официальных структурах. Это, мне кажется, они занимаются не тем. Вот, мне кажется, СМД, да, сделав Чалбакский кыргызы проект, они вот занялись тем. Хотя на самом деле вот этот проект он лежал на поверхности. Там, мне кажется, все об этих событиях знали. Даже вот моя мама, она была простым бухгалтером и никаким не научным работником, но она говорила, что вот ее, я запомнил выражение, что вот наших байманапов всех сослали на Украину, а они вернулись, часть вернулась оттуда еще умнее, хорошо знающие русский язык, образованнее, и опять стали байманапами. Ну, это ее такое, может, было на самом деле. И я так просто, будучи маленьким, запомнил, а вы сделали этот проект, который должны были делать наши официальные структуры, которые как бы получают за это там какие-то деньги, ну, может быть, небольшие. Но мне вот этот проект просто понравился. Я считаю, что вот за него, с точки зрения вот сохранения памяти, с точки зрения проделанной работы и точно взятого фокуса, а потом, конечно, вам не то чтобы повезло, а у вас было какое-то чувство, что ли, началась война после вашего проекта на Украине. Прям вот прям. И эта проблема, ну, она стала, этот вопрос, эта проблема стала невероятно актуальной. Это вот сторона вопроса. Кыргызы, Украина. Я думаю, что вам за это надо дать государственную премию, на самом-то деле, в области вот исследований. И мне тоже надо на некоторые мои работы тоже хорошо было получить хотя бы какой-то статус. Мне кажется, что неформал, это сейчас государство хочет измениться. Она понимает, но чтобы измениться, нам нужно стать, наверное, немножко неформалами, но пытаясь не быть под влиянием тех официальных структур, в которых еще очень много осталось вот старых методов, подходов, старые люди со своими старыми взглядами, неплохими. Никто не говорит, что они плохие, а просто говорит, нам, наверное, нужно несколько другое. Да, быть более гибкими, да, наверное. Потому что я вот тоже думала о том, что если сейчас, вот особенно когда строится новое государство, но формальные структуры, они так немножко приостановлены вообще. Если даже посмотреть на образование, да, или образование в сфере искусства, то оно приостановлено максимально. И в это время вот как раз неформальные какие-то инициативы, они
у них больше свободы и больше как бы размаха, чтобы как раз думать вообще, что происходит и как мы можем с этим работать сегодня. Совершенно, совершенно верно. И мне очень нравятся в этом плане ваши комментарии. И я думаю, это такая очень классная, неформальная форма арт-критики, да, современной. Потому что многие говорят, что сегодня нам не хватает как раз арт-критики, и мне кажется, что вообще нам нужно ее немножко перепридумать, и мы не можем как бы и принимать вот эту советскую арт-критику или какую-то западную форму арт-критики, перепридумывать свою. И в этом плане мне кажется, что вот ваши комментарии — это очень удачный пример. Вот. Потому что это Спасибо. такое... Спасибо. Я вот не знаю, может, вы немножко расскажете, как вы их создаете? Потому что я, например, можно на примере как раз комментариев к работам Элсы Акынбекова, о которых мы говорили, которые вы публикуете на вашей странице в Фейсбуке. Потому что мне они интересны, что там есть и ваши какие-то личные субъективные ощущения от работ, плюс есть какое-то обращение к читателям, там очень много открытых вопросов, и это как раз, мне кажется, в них сила, то, что вы так очень ненавязчиво приглашаете вот ваших читателей к разговору, к обсуждению, это то, чего не хватает, да, дискуссии. Да, спасибо, спасибо за вашу вот высокую оценку моей скромной деятельности. Эта работа я начинал уже очень давно. В 2007 году была выпущена книга с моими комментариями. Вот сейчас я их побаиваюсь даже перечитывать, потому что мне кажется, не очень совершенны. Как бы, ну, наверное, и те, которые я сейчас пишу, не очень совершенно. Но для меня это появилась такая какая-то новая форма. В этом смысле вы правы, что это неформально делать. Вот такой формы, она в западной культуре, да и в российской есть. Вот в крымской ее не было, я этого не помню. Чтобы вот так развернуто через комментарии к работам разных художников можно было рассказать об общих проблемах, а не только о проблемах вот конкретного художника. Теперь вот, когда уже время, ну не то что время, а проект уже этот закончился, а я вот не смог не продолжать или переписывать, и улучшать, и изменять эти свои комментарии. Я считаю, что нашел хорошую форму, это вставлять их на Фейсбуке и тем самым перенаправлять на сайт нашего Кыргызского национального музея. И сами работники музея мне за это благодарны. Очень хорошо к этой моей инициативе относятся. Ну, я написал очень много комментариев, не только к Элсе Акынбековой, а практически ко всем более-менее известным художникам. И что мне поразило, вот это свойство памяти, может быть, или свойство мышления, да, можно если шире сказать. Вот сейчас при взгляде на эти работы, которые были написаны вот в Советском Союзе, и художниками для меня больше не социалистического плана, там видишь больше. Есть такие картины, которые вроде бы прославляют Советский Союз, но на самом деле они его критикуют. Или говорят совершенно о другом. Это у нас есть знаменитый пример, не мой, а наши искусствоведы, и такая искусствовед Джамал Металиева писал об этом. Есть такая известная картина «Колхозный дворик» Гапара Айтиева. Она сейчас считается, находится в собрании коллекции музея, считается одной из лучших работ этого художника. И тогда уже было замечено, что он написал «Колхозный двор», художник. Он хотел похвалить советскую власть, сказать, вот, колхозно. Но на самом деле он показал развал этого колхозного двора. И вот это тогда меня поразило. Оказывается, художники, они вот, особенно кыргызские художники, они были настолько такими, ну не то чтобы наивными, а какими-то, умеющими. Умеющими так как-то прикинуться таким наивным и как-то по-своему все это более искренне показать. И получалось так тоже из другого, я думаю, зрители узнают, поймут, откуда слишком правдиво. Вот про картину Гапара Айтиева «Колхозный двор»
можно сказать, что это слишком правдиво. Они как-то вроде бы ничего не скрывали, и вроде бы хотели похвалить, и вроде бы картина об этом написана, но там, если приглядеться, таятся многие другие мысли. И почему-то вот сейчас при взгляде на работу современных художников у меня вот этого еще не происходит. Может быть, должно было пройти время, или вот это свойство было того времени, такого времени кривых зеркал. Мы знаем о Советском Союзе именно так, что говорилось одно, а делалось другое. И вот это отобразилось в картинах. Вроде бы Саттар Айтиев называет свою работу панно на фасаде университета по улице Мрыскулова, мы все знаем его. Он его может называть там возрождение, что-то. Просвещение, да. Но я там вижу не это. И даже если кто-то видит, что там что-то про просвещение и возрождение, то он когда-то уже, наверное, ошибается. Но вы расскажите, что вы там видите? Ну, это очень сложный вопрос. И здесь вот, может быть, тоже для памяти. Если откровенно говоря, говорю, то многих обижает. И вот это вот свойство, может быть, памяти, или исследование памяти, или исследование прошлого, понимать, что ты кого-то можешь обидеть, и все равно как бы идти на это. Понимаете, у исследователей, вот, как бы, у них тоже есть такая небольшая клятва исследователей, там не написано, что у них принцип не обидеть кого-нибудь. Нет, у них принцип как раз не скрывать факты и не скрывать истину, как они это понимают. И для меня работа Саттара Айтиева, она такая постаборигенская. Она преодоление комплекса аборигена, на самом деле, вот для меня, перед вот другой культурой, которая была для нас культурой метрополии, да, российской. Ну, не только российская, а вообще, наверное, для него все западные культуры. И это вот как бы его ответ. И, ну, то есть он выполнил здесь один из топовых задач модернизма, то есть процесс самопоругания. Вот это там должно быть обязательно вот это, пройти вот этот этап. И Саттар Айтиев, и мы вместе с ним прошли некоторую такую стадию самопоругания. Вот такими картинами. И не только этими, и всеми другими. Но самое, что удивительное, это сделал Союз художников. Я думаю, Саттар Айтиев получил за эту работу хорошие деньги. Может быть, какую-то даже премию получил. Не знаю, не в курсах. По-моему, нет. Но и упоминание, что вот есть у нас хорошая работа. На самом деле, говоря о том, о чем в те времена вслух говорить боялись. И для меня почему вот наше изобразительное искусство тех времен очень интересное. Там они говорили же не на языке, не на тексте. Да? Вот это сейчас я говорю, что имел в виду Саттар Айтиев, может быть, даже не понимая это неосознанно. У него вот преодоление комплекса аборигена перед метрополией. Тогда же об этом не говоря. А в картинах можно было говорить, а на словах нет. И это вот такое тоже значительное, что меня подвигает заниматься моими комментариями. Обоснование такое. Для меня это очень интересно. Да. Я вот вижу параллель, вот, например, когда вы писали про работы Мелса Аканбекова и его триптих «Кыз Кулмай», там была такая фраза «прекрасное уродство». Да? И вот это как раз про, можно сказать, реклейминг, да? Вы называете это современными словами, вы называете самопоругание. Вот. Но как раз очень интересна эта история, что как бы работая в таких вот формальных очень рамках, у них удается как-то выходить за эти пределы вот какими-то очень тонкими... Это свойство изобразительного искусства, потому что там форма, она же конкретная. И чуть-чуть сделав не то, художник уже говорит обратное.
Там вот это плюс-минус, вот эта амбивалентность, она очень большого уровня. В тексте проще, ну, понятно, можно контекстом, подтекстом, да, иронизировать, там, с иронией говорить, но он все равно текст воспринимается однозначнее, чем изобразительное искусство. А в изобразительном искусстве много вариантов, и иногда он может как бы говорить плюс и одновременно минус. Но вы помните, когда вы посмотрели на работу Саттара Айтиева так? Это было вот сразу или прошло какое-то время, что-то произошло внутреннее у вас? Я их ненавидел. Когда я их увидел, я действительно думаю, это же не искусство. Ну, то есть не то, что не искусство, а как-то мне показалось очень несерьезными вещами. И такое же мнение у очень многих наших интеллектуалов, и нашей интеллигенции, наших культурных работников, очень многих. И здесь у меня вот второе мое такое, личное мое подход, мое открытие, что, ну, не открытие, об этом многие говорят, но так точно не могут это назвать. Я считаю, что у нас был модернизм. То есть то же самое, что происходило на Западе, происходило и у нас. Но под спудом вот идеологии коммунистической, запретов, цензуры и в какой-то такой, ну, извращенной форме, но не так, а птичьим языком все это. Все это говорилось не впрямую. Но понятно, что больше позволяли говорить детям патриархов. И Саттар Айтиев, сын Гапара Айтиева, и ему было позволено говорить многое. И у меня такая возникла концепция мажорный модернизм. То есть модернизм от мажориков, мажоров. Они дети, если посмотреть тот период, в основном открытие в советском искусстве по линии модернизма делали именно дети. Ну, допустим, такой, это у нас, мы богаты в этом смысле. У нас есть еще Семен Афанасьевич Чуйков. И его сын Иван Семенович Чуйков. Он вообще концептуалист 70-х годов, московский концептуалист, который потом умер, уехал в Германию, там умер. В Мюнхене, по-моему, я точно не знаю, я этим не очень интересовался. Недавно приезжал вот на юбилей Чуйкова, его внучка, дочь вот этого, Ивана Чуйкова. Это вот тоже, я всегда хотел сделать такую выставку концептуальную «Отцы и дети». Вот моя мечта была и повесить работы Гапара Айтиева и напротив работы Саттара Айтиева. Совершенно другие. А еще более другие. Это Семена Афанасьевича Чуйкова и его сына Ивана Чуйкова, концептуалиста. Там совершенно другие работы. Это даже, собственно говоря, живописью не назовешь, это современное искусство больше. И как вы думаете, это рождается из какого-то противостояния? Потому что Конечно. Очень сложно же существовать или в тени, или, не знаю, когда у тебя какие-то постоянные сравнения, ожидания. Скорее всего, мотивов может быть много, но мне кажется, что вот, нам надо всем сказать этим мажорам спасибо, что они не просто там как-то красиво прожили свою жизнь, а сумели сделать советское искусство, которое было обречено быть очень одномерным, очень мономифом, как вот здесь написано за ними. На каталоге мономиф. Оно могло стать мономифом, но оно не стало им. Оно стало именно таким, ну, в общем, ну не стерео, а как-то, я же говорю, это слово забыл, это хорошее слово, но многозвучным чем-то очень. Поле. Да. Полифония. Полифонично. И, конечно, это раздвигает наши рамки нашего понимания. Ну, чтобы людям понятнее было, я могу привести пример Андрона Кончаловского, Андрея Кончаловского, который здесь работал над фильмом «Первый учитель». И такой фильм позволили именно только сыну Сергея Михалкова. Никому другому такой фильм снимать бы не позволили. Просто ну как.
у него просто ничего не получилось. Мгм. И таких примеров, ну очень много. Мгм. Ну, я могу сказать, чтобы вообще было понятно, что, по-моему, в 80-м году Мгм. в Кыргызстане, то есть в Советском Союзе, извините, мы перескочили на Советский Союз, там же прошел первый рок-фестиваль. Мгм. Почему-то в Ереване. Я всегда думаю, почему в Ереване? И проводил ее Стас Намин. Мгм. Почему ему разрешили? В Мгм. 80-е годы еще, пока нас всех еще критиковали за длинные волосы и за любовь Битлз, Роллинг Стоунс, Led Zeppelin, Deep Purple. Мгм. А потом выясняется, что Стас Намин это не Стас Намин, а Анастасий Микоян. Мгм. Полная тезка своего знаменитого деда. И в Ереване у них было все схвачено. И на партийном уровне, и на административном. И поэтому именно в Ереване им позволили сделать в 80-м году такой фестиваль, в котором выступал и «Аквариум», и «Машина времени», и многие другие наши. Потом уже такие акулы нашего русского, советского рок-н-ролла. Мы говорили как раз про разность поколений, вот выросших в советское время или в независимом Кыргызстане. И как раз, мне кажется, это то, что, например, мне, как рожденной после обретения независимости, сложно понять вот эти иерархии. И, наоборот, отношение, допустим, к мажорности у нас скорее негативное, чем позитивное. А здесь такой позитивный взгляд на это, как можно использовать свою позицию. Да, очень интересно. Ну вот насчет молодого поколения, конечно, вот моя проблема, что я уже старый, и иногда меня очень раздражают молодые, они просто находятся уже вот в другой памяти, так сказать. Вот я помню что-то свое, и помню это, ну как, хорошо помню, до сих пор. Эти мои ощущения тех времен, фильмы, музыку, песни, слова, романы, стихотворения. А молодежь, они к этому очень холодны. И некоторые вещи вообще там поразительны, что они их не знают, что это было именно вот так, а не как они думают. И им где-то это даже неинтересно. Ну, неинтересно государство такое, которое показало свою несостоятельность, да? Это советский Кыргызстан. Он неинтересен. И вот мне кажется, это тоже можно понять. Можно понять, да. Совершенно вы правы. Вот здесь о памяти. Что можно запоминать, а что можно и не помнить, как Манкурт. Вот здесь, вот, мне кажется, в вашем разговоре на платформе СМД вот это мог быть таким базовым вопросом. Вот, что все-таки о чем нужно помнить? И что можно, и к чему можно по-другому относиться? И как там правильно думать? Что это было именно вот так, а было по-другому. Помнят, о очень многих вещах помнят, но и пишут, но по-моему, немножко не так. Вот она память, но она трактовка событий другая. Вот этот вопрос исправить, это будет очень трудно. Очень трудно вот в окружении нашего какого-то такого комплементарного очень общества, которое не любит идти, с одной стороны, не любит задевать какие-то проблемы, какие-то вопросы вот в такой трактовке, а с другой стороны обижаются на вот такой другой взгляд. Ну, допустим, что было Советский Союз для Кыргызстана? Я считаю, что для Кыргызстана это был просто счастливый случай. Может быть, для Прибалтики это было, или для Украины это было там какое-то горе, бич Божий. Я думаю, что для кыргызов должны поблагодарить. Ну, там было очень много плохого. Но мне кажется, кыргызы должны поблагодарить, что вот история сделала вот такой вот виток. Ну, так ли это?
Очень многие скажут, что не так. Ну да. И, наверное, я среди них такая. Но мне кажется, что это очень субъективный вопрос. Но при этом вот вы говорите, что как бы что-то трактуется по-другому, правильно, неправильно, но мне кажется, вот что если, допустим, сравнивать современные какие-то нарративы политические, исторические в Кыргызстане в сравнении с другими центральноазиатскими странами, то в Кыргызстане все еще очень много гибкости в этом вопросе. То есть у нас уже нет каких-то новых официальных идеологий, и в этом плане есть как бы и плюсы, и минусы, да, и слабость в этой позиции, но и сильные стороны, да, то, что у нас есть свобода еще о чем-то говорить, вот, и формировать какое-то новое свое отношение к этому, не навязывая, что было правильно, что было неправильно, вот, и это одна из миссий тоже из СИМДЭ, вот, но мне кажется, да, к советскому прошлому можно относиться по-разному, но просто мы как бы история не любит сослагательных наклонений, мы не знаем, как можно было бы сложиться по-другому, но мне кажется, что не стоит говорить то, что если было по-другому, было бы хуже. То есть мы этого не знаем, но мы принимаем советское наследие как данность. Да? Вот видите, вот у меня здесь для меня однозначно, что если бы вот немножко по-другому пошло бы развитие, я думаю, что есть такая роман, там, «Утопия» или такой прикол «Остров Крым» Аксенова. И вот он там говорит, как хорошо это остров Крым, но все-таки самые умные его люди хотят вместе с Советской Россией быть. И у нас тоже такая сложная ситуация. Я думаю, что мы все-таки в Советском Союзе, вот Кыргызстан, он усвоил базовые положения имперской культуры. Вот то, что вы и говорили мы перед этим, балет, опера. Опера Манасы для меня производит жуткое впечатление. Вот такая классическая европейская форма такого песенного, перформанса, да? А тема Манас. И такие, они это имперские формы культуры. И мы их всех усвоили. И сейчас, дай бог, не растерять вместе с русским языком. Понимаете, все вот это вот. То есть это была такая, она была очень полноценная культура, может быть, ближе к понятию европейское, чем к понятию азиатское. Допустим, китайское. Да. Но все-таки мне кажется, что это базовая разработка общечеловеческая, она не принадлежит только европейцам или американцам. А вот как-то очень легко усвоили. Мы, во-первых, легко стали оседлыми. Там, по-моему, в течение 10 лет всех кыргызов просто коммунисты умели это хорошо делать. Всех превратили из кочевников в оседлых. Но зато с какими жертвами? Да, не знаю, что принудительно это вопрос для исследования. Это вопрос для исследования. Но вот коммунисты это умели. То есть быстро перескочить какие-то все эти стадии. И мы стали оседлыми, мы стали городскими, у нас стали активно развиваться города. И, это хорошо ли это плохо там в каком-то таком общем, таком вселенском плане, это можно тоже, но цивилизация. Она в городе вся культура в городе. Не в селе, как многие думают. Но мне хочется возразить, например, тоже работы Мелса Аканбекова «Кыз Кулмай». Ведь вы же там говорите, что он пишет не про прошлое, да, он пишет про вечное, а там дело не про цивилизацию, там дело про обряды, да, вот обряд «Кыз Кулмай». И вот мне очень понравилась тоже формулировка. Я как будто выучила этот комментарий, но нет, просто я его читала, то, что вот обряды помогают жить достойно, да. Ну, то есть мне кажется, что не стоит отрицать как бы тот культурный слой, называя его цивилизацией или не называй, да, это тоже очень субъективное слово «цивилизация». Ну, то есть он существовал, и, например, вот если мы говорим про кыргызов конкретно, потому что это то, с чем мы можем соотнестись лично, да, но не претендуем на какую-то универсальность, да, вот. Но вот
хочется возразить этим, то, что и как раз же сила в том, что даже вот находясь в этих советских оковах для меня в конце 70-х годов, он все равно возвращается к этому, и он находит силу в этом. И многие, видя эти картины, видят тоже силу в этом, выход какой-то в этом. Вот. Поэтому... Ну, у Ахмбекова есть и другие работы, не такие вечные, не только о вечном. Ну, я как-то, Асель, не очень уловил, как ты мне возражаешь. Пожалуйста, не в комплиментарном стиле сажитесь, пожалуйста. Я не понял. Просто мне кажется, что... В чем спор? Да, ловушка может быть в том, что, к сожалению, сегодня мы чувствуем какое-то давление и все еще отсутствие свободы из-за того, что мы не можем сказать, кто мы, да, свободно. Потому что есть люди, которые стоят как бы над нами и говорят то, что ой, да, мы вам дали все. И это буквально вот то, что вы повторяете своими словами. А кто вам говорит, что они дали нам все? Ну, даже... Власть? Нет. Любая власть говорит, что они дали нам все своему народу. Это не только нашего. Ну, скорее вот то, что мы вам дали, когда речь идет, допустим, непрекращающиеся споры про Советский Союз, то, что мы вам дали культуру, мы вам дали грамотность, Нет, мы вам дали они язык. нам не дали. Вот. Это просто, я же говорю, это же, ну, понятно, это такой немножко уровень обывательский. А это просто она идет история, и она делает какие-то витки, кто-то получает, кто-то благоденствует, а кто-то находится в состоянии регресса, деградирует. Есть такое. Я же вам привожу пример, что для Прибалтики это была деградация нахождения в Советском Союзе. А для Кыргызстана это не так. И настолько успешно все у нас вот получилось. Я не помню, кто это сказал. Приезжал сюда турецкий премьер, по-моему, уровень премьера. Он сказал, какой-то тоже праздник был. И он сказал замечательные слова. Он сказал, как вам легко далась независимость. Это же тоже удача. Здесь курды, у них нет своего государства, здесь уйгуры, у них тоже нет своего государства. Дунгане нет своего государства. Еще несколько народов, которые вот не сложилось. Они воюют, борются, испытывают какой-то нажим исторический. Ну, так сложилось. Ну, допустим, Украина с Россией. То мы будем далеко уходить. А нам как-то раз и дали ее. Может, мы никому не нужны были, и поэтому нам, так сказать, предоставили. Но я так тоже не думаю. Просто какой-то определенный элемент везения. Ну, я не знаю, могу ли я об этом говорить или нет, но в СМД есть идеи, да, проводить исследования и даже какие-то движения в сторону того, что на самом-то деле как бы независимость не обрушилась на нас с небес, вот, и как снег на голову, да. Ну, то есть это тоже достигалось определенными усилиями. Это, конечно, большое, я не знаю, все равно мы должны ценить нашу государственность сегодня. Это определенно, но не стоит думать, что это нам удалось вот как-то просто так. Но мне кажется, это большое тоже... Нет, это большой исследовательский вопрос. Да, большой исследовательский вопрос. И этим надо заниматься. Да. Что вы делаете семья, а не наши официальные, допустим, академии наук. Да. Но то, что мы никому не нужны, я бы тоже не согласилась. Например, если, допустим, мы делаем какие-то странные телодвижения, например, принимаем закон про государственный язык, то сразу мы получаем какие-то комментарии, то, что что это тут происходит. Вот. Ну это как бы то, что можно игнорировать. Можно игнорировать. Но вот вы сказали то, что даже то, что вот среди прочего, там цивилизация, театр, вы тоже упомянули русский язык. Мне кажется, было бы об этом тоже интересно чуть поговорить, потому что все подкасты СМД, они на кыргызском языке. Это первый подкаст на русском языке. Вот. Я лично могу сказать то, что мне тоже кажется, что это важный и нужный шаг, потому что не стоит отрицать то, что как бы русский язык очень сильно присутствует в Кыргызстане. И моя личная позиция такая, что мы не можем
мы не должны в целом отказываться от этого, а наоборот, мы должны как бы... Ну, я, например, позиционирую русский язык как свой родной язык, и при этом совершенно не чувствую свою принадлежность к какой-либо государственности, кроме Кыргызстана, например. То есть для меня русский язык — это уже часть моей кыргызской идентичности. Вот. А как вы думаете на этот счет? Я полностью с вами согласен. Я полностью с вами согласен. Я считаю, не стоит отказываться от того богатства, которое у тебя уже есть. На мой взгляд, вот я в этом позитивист в вопросе. Мне кажется, вот в Кыргызстане все идет нормально. То есть потихонечку кыргызский занимает то место, которое он должен занять. Русский язык все-таки остается. Такая шаблонная фраза, как и язык межнационального общения. Очень здорово, все идет нормально. Просто вот государство наше, оно хотело бы, или какая-то вот структура хотела бы развивать кыргызский язык более такими, более эффективно, да, а оно делало конкурсы литературные, потому что развитие языка того же русского, он развивался как литературный. Мы же не просто русский язык помним, да, а мы помним русский язык Пушкина и Маяковского. Мы не помним, он для нас непросто. Он для нас, такого африканских корней человека, не русского, да, и Маяковского тоже из очень странных там происхождения. Это не русский язык, это поэт. А где вот, я часто говорю, уже даже не знаю, что говорю, допустим, фестиваль Сан-Ремо. Он прозвучал очень на мировом уровне, и итальянское правительство сделало его для того, чтобы просто более популяризировать итальянскую песню. И там я четко же помню, я вначале не понимал, зачем они это делают. А они делали так: ты можешь спеть любую песню, но чтобы слова были на итальянском. И ты можешь на любом языке спеть песню итальянского, на итальянскую музыку. В общем, какая-то там была вот такая. То есть в одном моменте что угодно, а другое вот так. Можешь петь на английском, но чтобы музыка была итальянская. Можешь петь английскую песню, но на итальянском языке. То есть какая-то такая гибкая система таких поддержек каких-то. Потом, мне кажется, вот для такой страны, которая хочет все-таки обрести какой-то свой язык, любовь к литературе своего языка, это так просто вроде бы. Но вот эти вот старые структуры, я думаю, что какие-то конкурсы были, как и попытки возродить журнал «Культурный Алатол». Это тоже целая история. Какие-то попытки были, но где они? Это должно быть как игры кочевников, по большому счету. И тоже можно так, что там переводов, лучший роман о жизни кыргызов на русском языке, историческое исследование, лучший там роман всемирный на кыргызском языке, там стихи, переводы с английского на киргизский, с кыргызского. И причем не ждать таких результатов после первого же тура. Это такая программа на десятилетие. Мы уже прожили вот независимости уже 32 года. Незаметно так. Если бы ты 32 года шел бы этот конкурс, который больших денег не требует. Это же бумага. Использование бумаги. Но почему-то этого нет. Я помню, вы говорили даже про конкурс на дизайн колпаков. Да? Да, пожалуйста. Очень относится немножко сдержанно. А это же надо менять форму, менять, искать. Так. Она должна развиваться. А не оставаться только этно. Это хороший стиль, но это один из многих стилей. Допустим, я не буду слушать кантри. Современных каких-то таких рок-н-ролльных, такого авангардного направления послушаю. Но кантри не буду слушать. У нас нет современной культуры. Для меня вот эта проблема. У нас есть
Это культура хорошая. У нас есть культура, которая поддерживает традиции, но нет вот такого современного отношения. Оно, ну, как если вот взять вот этих всех современных авторов и выставить их там перед зрителем нашим, да, нашим, он скажет, ну фигня это все. А там же целая история произошла. Это же было это развитие каких-то тенденций. Вот это надо понимать, которые в современном мире они считаются необходимой формой, методом для любого государства, для любой культуры. То есть у нас нет современной культуры. И я вам скажу, что у нас, допустим, есть звание народного художника, а нет звания народного фотографа. А почему? И причем, когда они называют звание народного художника, они имеют в виду именно живописца. То есть маслом по холсту. А почему нет народного дизайнера, тем более народного архитектора? У нас нет ни одного учебного заведения, обучающего фотографии. У нас по дизайну сейчас начинает появляться, но такого специализированного института ни одного я не знаю. Хотя это очень востребованная профессия. Вот какого-то восприятия культуры, что это только как бы традиционные формы. И у нас уже много сделано работ современного искусства, contemporary art. Можно по-разному относиться к ним. Но у нас до сих пор нету отдела в нашем музее современного искусства. Да, простите, если я перебила. Я бы хотела, пока мы не ушли в сторону современного искусства, сказать тоже про традиционное и этническое. Ведь здесь тоже есть какой-то вот тоже отпечаток советского наследия, когда все этническое, оно воспринималось такое очень как декоративное, прикладное, очень поверхностное. Вот. И то есть очень сложно, мне кажется, как-то вернуться к нему какими-то искренними намерениями, потому что когда вот мы обрели независимость, все вот это традиционное стало использоваться вот в таких пропагандистских ключах, вот как мы умеем пропагандировать советскую идеологию, так мы будем пропагандировать новую кыргызскую государственность и лепить эти узоры, лошадей везде, везде, везде. Но чем больше, мне кажется, узоров вокруг, тем мы как-то теряем их смысл. Вот. И не знаю, как можно вот тоже по-новому посмотреть на вот это вот этническое, традиционное, совершенно не отметая его. Например, у вас есть какие-то мысли про это? Мыслей очень много, но есть такой многоговорящий пример. Это снос Манас Айлы. Да? При Акаеве там был конкурс, премию, по-моему, даже получил. Мне он не нравился, Манас Айлы. Я один раз туда сходил, больше не ходил. Но вот так взять и снести. Ну, это как раз таки снос с другой стороны, его снос говорит о крахе вот этой этнической утопии. О крахе этнической утопии говорит и Рухордо на северном берегу и Аламурду на южном берегу. Это же такой, как воочию материализовался, визуализировался крах утопии. О том, что вот архитектура, она бывает какая-то там такая кыргызская. Архитектура бывает архитектурой и бывают особенности кыргызские. Можно делать в одном из современных стилей архитектуры, и это, скорее всего, по этому пути и пойдет. Но будет иметь свой оттенок. Он не обязательно это в орнаментах. Орнамент – это такой самый простой форма спекулятивного отношения, которая зародилась еще в эпоху Сталина. Потому что именно Сталин сказал, что искусство у нас должно быть социалистическим по содержанию и национальным по форме. А каким национальным? Художники так все это подумали, узор сделаем.
что-то там в одном месте таджикский, в другом месте кыргызский. Вот и дальше кыргызское искусство. Таджикское, значит, таджикское искусство. Это казахский узор. Да, это казахский узор, да. Это же как бы это же такой примитив. А можно делать вполне такое современное здание и понимать, что это кыргызское. Что это кыргызское. И здесь ничего не поделаешь. И ну, оно выразится в другом, оно не в форме, оно в каком-то духе. Если оно есть, хорошо, а если нету, ну, тоже переживем. Это не кажется мне такой большой проблемой. Мне кажется, что много сил вот уходит на обсуждение таких очень простых, понятных вопросов. Но самое главное, Манас Айлы снесли. Вот такое отношение. Ну, сейчас что-то по-другому делать. Ну, мне там всегда вводит меня в ступор там, здание в виде камуза, или там речека, или там колпака. Ну, делаешь установки в виде юрты. Сейчас не делают. Это как раз таки в советское время делали. Ну, потому что она по форме она неудобна для остановки. Такая форма. И все. И мне кажется, что вот о чем мы говорили, о кыргызской живописи, и ее об опере и балете, наверное, и об нашем этническом искусстве тоже может быть, что вот какая-то талантливость, невероятная талантливость кыргызов, оно привело к тому, что мы все-таки получили. И здесь с точки зрения успеха просто 100%. Я могу привести творчество Джумабая Уметова, выставка, которая недавно открылась в КНМИ. Ну, там же узоров нету. Там же не узоры. Там же современный рисунок, но схвачен дух узора, дух Алакииза. А не его форма. Ну, к сожалению, продолжение это как-то вот этот эксперимент в этом направлении не имел. И наши художники тоже, они сумели как бы взять их форму, их достижения, да, и сделать их своими. Вот это для меня оно важнее, когда находятся вот такие талантливые люди. И Дюшен Урлиев, автор, вместе с авторским коллективом Манас Айлы, это был очень, очень талантливый, очень харизматичный человек в свое время. И то, что вот сделали такую вещь, ну, это надо было беречь как-то, ну, выделять какие-то деньги на ремонт, там, сделать рядом, не знаю, в какой-то комплекс, во что-то превратить, но нельзя сносить. И вот это тоже память. Вот. А даже такая визуализация утопии, то, что это вообще-то утопия, так не получится. Это просто как-то, ну, идет какое-то течение, да, а ты начинаешь, пытаешься его остановить. Выпить море, там, отхлестать океан камчой. Ну, ничего не получится, никакой реакции не будет, это никто не заметит. И вот в этом смысле некоторые, мне кажется, наши попытки вот, очень сильно вот в этнику, в сторону этники, они, мне кажется, такие. Ну, есть у нас хороший, допустим, дизайнер, который видно, что это кыргызский дизайнер. Видно просто. А есть дизайнеры, которые узоры рисуют, но они не очень хороший дизайн. И чтобы вот здесь о форме, о каких-то парадоксах, о духе, я могу рассказать тоже историю лично мою. Мы в свое время хотели поздравить учителей с Днем Учителя на одной из политтехнологических компаний. И мы нашли великолепные слова Чингиза Айтматова. Ну, я нашел конкретно. Он там пишет в конце повести «Первый учитель». Слова такие конкретно. «Я еще вернусь к тебе, мой первый учитель, и буду держать перед тобой ответ». Нам так
мне так всем понравилось, все, одобрили. Одобрямся от начальства получили. Ну, написали на русском, ну, теперь-то надо на кыргызском написать. Я листаю туда-сюда и не могу найти эти слова на кыргызском. Их нету. То есть в первом учителе на кыргызском языке этих слов нет. Они, наверное, не характерны для кыргызского языка. Да, вот. Такое построение фразы. Это с одной стороны. А с другой стороны, я отлично понимаю, что русский писатель так написать не смог бы. Так сентиментально, так пафосно, вот, скажем, таким чисто кыргызским пафосом, ну, может быть, кыргызско-казахским, ну, даже не центральноазиатским. Я еще вернусь к тебе, мой первый учитель, и буду держать перед тобой ответ. И у нас там есть музей кочевой культуры, в которой нет ни одной юрты. Мне кажется, снаружи надо было как-то надо было, понять, юрта там малайская, юрта там джамгальская, юрта там искусская, юрта там южная, там, баткенская. Наверное, разные формы были. Юрта бедняка, юрта богача. Вот это, наверное, было музеем кочевой культуры. А там какой-то зиккурат стоит. Такой месопотамский какой-то. Вот так. Но я это считала всегда так. Да нет, там что-то такое, вот такое. Про наше здание, которое сейчас исторический музей, и Белый дом, когда они появились, это их все-таки архитекторы сами говорили, что это что-то в стиле архитектуры восточных деспотий. Это есть. Хотя на самом деле там, ну да, вот там получилось и в архитектуре очень характерный. Там же такие вот новые дома, в которых там филиалы музея Ленина, вот как распространение, или здание ЦК КПСС, они же в многих государствах есть. Есть они и в Ташкенте, есть и в Алмате, есть и, я видел, в Вильнюсе. Тут тоже такой же подход. Тут такая же где-то архитектура. Такая же архитектура даже в Вашингтоне есть. Но вот у киргизов, какой-то свой, лучших своих проявлениях, что-то крымское там есть. И вот, возможно, какие-то вот тоже ваша личная ремарка, как вы чувствуете вот свою идентичность сегодня? Как у вас соотносится вот советское прошлое, кыргызское настоящее, вот эти пересечения? Ну, вы меня обозвали неформалом, а на самом деле я такой, либерал. И даже немножко, может быть, такой экстра либерал. И я считаю, что главное для людей, чтобы они чувствовали себя гражданами мира. А потом уже гражданами своего национального государства. До сих пор это не получается. И ведет к войнам. Национальный пафос. До сих пор мы вот как-то не можем быть более ироничными по отношению к себе. И эта память, мне кажется, вот в СССР она была более правильная. Там было очень много о Куйручуке, о Хаджан Сердине, о Балдар-Кёсёе. Но Балдар-Кёсёе что-то вот в Казахстане делалось. Я не слышу, как, что. Хаджан Сердин, может быть, мимикрировал немножко, но все-таки остается. А мы про Куйручука вообще забыли. И забыли его эту вот сторону. И балет же был какой-то, Куйручук тоже, я его не видел. Который вот такое ирония. А кыргызам, вот, мне кажется, он такой ироничный народ, ехидный, на язык такой. Это все как-то убирается в сторону вот пафоса, что мы там дети Манаса. Не знаю, люди другие, мне кажется, чем они думают и понимают их государство. И это для меня я даже забыл вопрос, который вы задавали. Я с одного начал, закончил другим. Да,
про идентичность задавал вопрос. Да. Ну, знаете... Просто я понимаю, знаете, насчет идентичности тоже та история, которую я все время повторяю, уже мне язык болит уже повторять ее. Я же помню, когда на первый Курултай приехал Кыргызов, по телевизору транслировали, вот записать все это или поднять материал, устроили овации Джахар Дудаеву, наши депутаты там. Кто это? Джахар Дудаев? Это президент Чечни, убитый российскими военными. Боже. Это, по-моему, первый президент Чечни, независимый, Ичкерия. Вот это, когда были чеченские войны. И он как бы был, камильфо немножко они сделали, они устроили ему овацию. Вот я, молодец, правильно, давай, Чечня. И был там Махмуд Исимбаев. Ну, нужно уточнять, кто он такой. Тоже надо уточнять. Это танцор, великий танцор. Ну, можете в фильме «Земля Санникова». Он там играет одну из главных ролей. Он, на самом деле, жил здесь, по-моему, после репатриации чеченского народа сюда. Он оказался здесь. Я так точно его историю не знаю. Но он работал здесь, воспитывался, стал танцором и даже танцевал в театре оперы и балета. А потом уехал. И в Москве, по-моему. Это великий советский, чеченский, крымский танцор Махмуд Исимбаев. Отдельные были эти такие номера, фильм «Танцует Махмуд Исимбаев», по-моему, так назывался. И он сказал, вот это, может быть, видя вот эту овацию, он сказал, вышел, говорит, повезло, говорит, казахам, повезло узбекам, повезло таджикам, что они рядом с кыргызами живут. Вот это он имел в виду, вот он так относился к кыргызам, что они вот это идентичность для меня. И такая вот, она и благородная, и с пониманием, но, может быть, она, в общем, короче, на зоне, да, у тебя как бы не получится. Там придется тебя кусать, рвать там. Ну, и пока мы как на зоне, все ближе к этому уходит. А они вот такие отношения, что мягкие, пластичные. Совершенно верно вы сказали. И когда один из последних разговоров с Убукеевым у меня случился с Мелисом, и я ему говорю, а кыргызов есть шанс? Он, конечно, есть, говорит. Мы пластичный. Пластичный народ. То есть мы можем меняться, можем привыкать. Ну, кто-то по-другому делает. Ладно, в другой культуре так принято. Хорошо. Мы поймем. Ладно, если у вас так принято. Не будем так сильно настаивать на своем. Но это же уходит. И когда я вот так говорю, мне говорят, да, ну, фигня это. Надо там всех порвать. Я порву зал. Рвать залы там всякие, метать там. Ну, тоже, наверное, надо быть сильным. Тоже, наверное, надо быть. Ну, может быть сильным и понимать, что вообще-то сила – это благородство. И благородство иногда не побеждает, а побеждает подлость. А подлость – это слабость. А вот, может быть, они вот говорят, что мы сильные такие, крутые, зэковские. У нас вся власть сейчас отсидевшая КПЗ, во всяком случае, точно. Может быть, они вот там научились вот этой. Это сильное проникновение вообще в культуру Советского Союза было. Такая блатная культура. И вот эти шансоны русские. Это вот блатная культура, которая, мне, честно говоря, никогда не нравилась. И поэтому я даже недолюбливал Высоцкого Владимира. Зная, что он гений, понимаю, сейчас понимаю, но изначально он показался просто блатным певцом каким-то. Да. Но я тоже соглашусь, что вот откуда идет вот этот национальный пафос, то, что это тоже вот, я слышала очень много таких высказываний, что как бы
вот слово «нация», оно же тоже очень сильно исказилось в советском понимании. И то, что сейчас у нас идет вот условная деколонизация по тем же советским национальным лекалам, это уже какой-то странный путь, да, то, что мы пытаемся в этом как-то существовать и в этом как-то провозгласить себя, свой голос, то, что «О, нет, мы тоже тут есть». И от этого идет какая-то уязвимость, какая-то вот то, что... Вот вы очень хорошо сказали, что какая-то вот зажатость, то, что вот мы вот такие, и нет свободы, вот какой-то вот боязнь вот этой пластичности, гибкости. Вот сегодня то, что мы видим в современном Кыргызстане, такие мысли. Ну, я тоже с вами полностью согласен. Я просто имею в виду, что мне кажется, вот держатся за этно люди более трусливые, более свободно работают те люди, которые не боятся стать мангуртом, допустим, или стать там русским, или стать там американцем. Не боятся они. Ну, что здесь бояться? Если ты, вот как это сказать, если это просто определенно есть количество людей в нации, которые вот могут эту национальную идентичность развивать. А есть те, которые этого делать не могут. И они просто уезжают в Америку. У меня много знакомых, друзей, которые просто уехали в Америку, в Россию, в Корею, там, ну, по миру, ну и хорошо. И про них у нас пишут в газетах. Поехал в Англию и теперь зарабатывает там $3 миллиона в день или в год. Ну, у нас есть же такие вот заголовки. И такие они призывают уехать всех, что ли. И там устроиться в какой-то Microsoft фирме и зарабатывать большие деньги или там руководить. Ну, молодцы, пусть делают, но вообще-то суть не в этом. Развивать Кыргызстан будут те, которые остались здесь. И несмотря на вот эти все сложности, все-таки продолжают что-то делать, работать. И их особенно за это как бы в попу целовать тоже не надо. Они просто такие. Они вот так устроены. Есть люди, которые хотят по миру поездить, ну пусть ездят. Есть люди, которые хотят здесь работать и делать это так, как они понимают. А так, как они понимают, тоже возникло же не на пустом месте, а это же тоже передано было родителями, страной, каким-то общим духом, да, рухом, чем угодно. Это же не просто так вот. Допустим, я понимаю об искусстве вот так, что вот это да, искусство должно так развиваться. Но это же оно, я не придумал же это. Оно же как-то вышло из прошлого, вышло из памяти, из моей. А что там осталось? Как это все вылилось? И, может, я ошибаюсь, вполне понятная вещь. Люди могут ошибаться. Может, это утопия, как Манас Айлы была утопией. Такой крымской архитектуры. Но все равно люди что-то действуют, работают. И для меня сейчас вот Манас Айлы, наоборот, стала такой историей, такой достойной того, чтобы про нее помнить. И помнить, как вот крах такой одной из утопий. А в этом тоже ничего страшного нет. Вот почему-то нет недостатка образования, что ли. Вот когда я произношу такие слова «крах утопии», «разрушили», то это значит все только плохое. Так это хорошо. Это хорошо. Это свидетельствует о движении вперед. И там рефлексии Сатара Итиева, это тоже они в свое время свидетельствуют о движении вперед. Во всем мире так. Это просто, я же говорю, отсутствие образования не позволяет как-то относиться спокойно. А как будто я какие-то чьи-то национальные чувства задеваю. Да не задеваю я никого. И иногда это неприятно, что оно бывает на фоне спекуляций, там, самоутверждения. А самоутверждения не очень умных и не очень сильных людей, на самом деле. Ну, тоже можно понять. Да, очень много у вас было провокаций, и вот про привязанность к этническому тоже. Но, да, просто... Но, не знаю, я чувствую в этом какое-то противоречие, да, то, что
Вы очень привязаны. Вот, допустим, идентичность, она же не только этническая, она может быть и географическая, да? Ну, то есть это очень широкое понятие. И все равно, насколько вы привязаны локально к Кыргызстану, очень искренне и очень глубоко, и при этом так свободны в своих... как бы... Это возраст тоже. Это возраст. Я могу вам еще раз признаться, что в молодости я хотел написать философию мира. Потом что-то мне понравилось такое обобществленная культура понятие. Это культура Советского Союза. Потом я задумал такое исследование, точнее, США, Россия, Кыргызстан. А потом я написал монографию о кыргызском изобразительном искусстве. Сейчас пишу о живописи, только о живописи Кыргызстана. И у меня такое ощущение, что я ее до конца не доведу. То есть как-то вот, сужаешься. Шор. Та дорога, которая в начале в молодости такая широкая, и у тебя другая идентичность. А потом она сужается, и становится другой идентичностью совершенно. И некоторые вопросы, понятно, что это вопросы возраста, кризиса там, или еще чего. Оно так. Люди постарше думают иначе, люди помладше думают по-другому. Но может быть, просто то, что вы говорите, вы меня очень сильно похвалили, и спасибо вам, что я очень большой кыргыз, очень типичный. Да, что бы вы ни говорили, все равно это чувствуется, мне кажется. Да? Потому что я считаю, что это правильно. А не важно то, что на русском языке. Мы будем осваивать на кыргызском. Это не проблема. Я думаю, это не вопрос языка как какой-то формы. И, конечно, они не поставят на место русского Толстого кыргызского Толстого. Они не поставят на место там, русского Маяковского кыргызского Маяковского. И не поставят на место Пушкина какого-то аналога. Надо пытаться. Они это кто? Для меня все-таки это понятие власти. Не конкретное и не конкретных людей, а такое метафизическое понятие власти. Вот то, что государство оно хочет вот что-то изменить, как она считает в правильную для нее сторону. И иногда делает ошибку. Ведь и война на Украине, это же не просто так, это же ошибки. Ошибки властей. Мне бы хотелось вернуться к современному искусству, наверное. Вы говорили то, что в Кыргызстане нет современной культуры и очень противоречивое отношение к современному искусству, да? Потому что, как мне кажется, что если в советское время люди находили себя в форме живописи, то сегодня художник в основном находит себя, и самые яркие высказывания все равно мы видим именно в поле современного искусства, да? И вот я помню, вы писали работу про Джамилю, и там была такая в конце небольшая ремарка про современное искусство, и вы тоже сказали, что и в этом есть логика, то, что да, у нас развивается современное искусство, но нет какой-то подлинности, да, или нет людей, которые идут на риски в поле современного искусства. Поменялось ли у вас мнение сегодня или нет? Нет, не в том смысле, что там, опять я хочу кого-то обидеть, задеть. Мне было бы приятнее жить в стране, в которой есть современное искусство. Как-то, мне приятно, что у нас есть Чинзет Матов. Или там режиссер Октанов Доколыков. Хотя, может, отношение к личности будет совершенно разные. И очень много-много таких людей.
Мне приятно, что у нас был фотограф там, Шайлоджи Чибаев. Мне приятно, что у нас есть лидер там, Улан Джапаров, современного искусства. И еще многие другие. Мне просто это нравится. Это как-то расширяет страну, делает ее более уютной, делает ее менее враждебной по отношению к тебе. Вот и все. Я считаю, что современное искусство должно быть. А то, что конкретно какие происходят процессы, его никто не замечает. Его не замечает там, государство. Его не замечает там, наш музей. На Западе вообще считают, что современное искусство – это искусство такого либерально настроенных предпринимателей. Потому что вот сейчас идет наезд на предпринимателей. Это политика, что хотят, пусть то и делают. Там, как бы, но вот когда есть какой-то слой предпринимателей, они хотят свободы для себя, для развития своего бизнеса и свободы для искусства. И такой, и они воленс-неволенс, но это уже такой по марксистско-ленинской философии, они становятся проводниками современного искусства. Именно такие независимые, свободные, может быть, недавно приобретшие свои капиталы буржуазия новая. У нас тоже она есть, но она не поддерживает современное искусство. И может потом поэтому у нее их бизнес и отнимает. Я не знаю, как здесь построить какую-то гениальную взаимосвязь. Можно, но не построишь. И поэтому у нас современное искусство, такое, его мало кто смотрит, о нем мало кто знает, и мало кто интересуется, кроме зарубежных фондов культурных. Они поездили по лучшим фестивалям, уже везде как бы отметились. Но сказать, что это нечто такое выдающееся, это тоже трудно. Оно немножко существует какой-то такой междусобойчик. Такой, людям нравится вот собираться вместе, что-то петь, шутить, там, играть на гитаре, там, на пианино, там, на скрипке, там, читать стихи, рисовать. Вот оно на вот таком уровне. Мне кажется. Оно не развивается. И, естественно, оттуда идет подпитка какая-то все время, оттуда из Запада. И здесь как бы какие-то новые вещи происходят. А потом проходит жизнь. С тех пор, как вот появилось современное искусство, тоже прошло очень даже немало времени. 25 лет прошло. Первые выставки современного искусства. Так это незаметно. У некоторых уже прошла жизнь. И в этом смысле можно уважать, можно радоваться, но у меня такое ощущение, что этот вопрос будет изучаться и будет стать, но пока нет никаких движений к тому, чтобы это стали воспринимать серьезно, и оно само стало серьезным. Оно какое-то вот, знаете, такое вот, мы вам не нравимся, и не надо. Не ходите на этой выставке, и не ходите. Там как-то нет такого взрослого, немного инфантильное. Вот там занимаются люди довольно такие немолодые. Серьезным, наверное, еще имеется в виду народным, да, каким-то вот именно в масштабах нашего государства. Тогда бы появились какие-то... Конечно, наше государство, если бы оно давнишняя такая истина, да, которая все время почему-то игнорируется, многообразие, разнообразие выживает. А оно загнивает. И поэтому просто присутствие таких разных течений, не только вот одно и все у нас, оно не развивается. Вот оно одно, оно и для развития никаких. А в какой-то определенной конкуренции, в какой-то... Поэтому современное искусство, которое раньше называлось концептуальным искусством, а потом стало называться contemporary art, потому что современное искусство, мне кажется, это неправильный перевод, это вообще немножко путает людей, может, из-за этого. Как-то они... Там искусство современное, оно то, которое делается сегодня, а не потому, что оно как-то стилистическими особенностями отделяется. И contemporary art – это не современное искусство. Совсем по-другому надо переводить. На самом деле современное искусство есть модерн, если уж переводить. А модерн – это вообще то, что против contemporary art.
И против чего contemporary арт, хотя он, конечно, опирается на модерн, как предыдущие стилевые течения. Ну, И да. Простите, что я вас перебила, но у меня тоже был вопрос, вот когда, не знаю, можем ли мы говорить про музей, который вы открываете? Может, как раз называется музей Modern Art? И, извиняюсь, это был вопрос, Не, он сейчас называется Contemporary and Modern Art. А, да? Я везде вижу только вот на картинах, ну, на официальных названиях. Ну почему? Мы занимались. Мы Да? современным искусством занимались. Окей. Ну просто здесь современным искусством произошла та вещь, что ушли гранты. Гранты это дают для развития, а не на всю жизнь. Для какого-то толчка. Толчок они сделали. Что-то эти гранты ушли и перестали вот какие-то появляться такие, ну, такие глобальные, такие серьезные выставки. Хотя бы в формате там Центральной Азии. Какие-то есть, что-то делается, но что-то переходит на уровень квартирности или на уровень феминистского искусства. Еще вот у нас появилось такое искусство. Никто не против, но это уже как бы немножко другое. А то, чем я занимаюсь, ну, если коротко сказать, я занимаюсь популяризацией кыргызской и культуры, кыргызского искусства, так как я его понимаю, и так как его понимает согласный со мной мой шеф Таленту Чубай. И я его слушаюсь, и он меня слушается. И поэтому, может быть, что-то будет получаться. Какие-то были успехи. Ну, допустим, я горжусь, что цикл COVID-19 Талая Усубалиева был сделан на нашем проекте. На проекте Тулен музея of Modern Art. Как раньше назывался, сейчас поменяли, сейчас по новой будет. И он получил госпремию. И причем заслуженно. Но он сделал его именно на нашем проекте. Именно на нашем проекте были сделаны работы 6 президентов, которые вот мне вот хотелось бы, чтобы ну, хотя бы один раз в год появлялась такая работа, когда все загудели там, забесновались там, просто появился, вот как сейчас модно говорить, хайп. Я же его помню. Но это, конечно, было советское. Я же помню ситуацию, когда появился фильм там «Кавказская пленница». Ну, такое было ощущение, что все с ума сошли. И многие другие фильмы. «Первый учитель», все о нем только и говорили. И многие ругали как раз таки. Но тем не менее говорили. А сейчас же и не говорят. Какие-то там проходят там презентации. Ну, может быть, это вот эти вот знаменитые симулярки или симулякры, да, которые вот все превращается в какой-то симулякр себя. Вот там говорят о фильме, что он занял там гран-при, здесь гран-при, как я говорю, гран-при 3 зрителей, там, здесь гран-при 3 зевающих зрителей. Ну показывали, люди-то не ходят. И об нем не говорят же, не цитируют. Вот есть такое понятие, даже в научном мире, цитируемость. А цитируемости нет. А вот когда она появляется, вот это здорово. И моя вот деятельность, она, ну, подспудно, я не говорю, что я смогу до этого добиться. И, наверное, это не от меня зависит. Но вот, мне кажется, вот направление, вот оно такое должно. Они вот, то есть мы свободное государство, правильно? Демократичное. Закон у нас. Так художники же говорят, нет. Мы не будем с государством дело иметь, потому что оно тоталитарное. И оно становится тоталитарным. Почему-то вот нет такого, что... А почему мне не дали звание народного, современного художника? Почему там Улану Джапарову не дать там, народного? И я вообще не люблю это слово Великой Французской революции, которое в Советский Союз перешло. Но во всяком случае он заслужил какие-то, заслуги его конкретные. И вы тоже, вот как бы вот я же вам говорю, вам надо претендовать на получение государственной премии за свой проект «Шалбахские кыргызы». Нет? А почему нет? Потому что вы считаете государство заранее плохое еще, что оно не даст, не поймет, не оценит, что там плохие люди сидят, которые не понимают, что надо делать.
Вы так думаете? Но они становятся такими. Не надо так думать, надо попытаться. Это тоже в какой-то определенном смысле история. А у нас вот таких вот каких-то движений нету, которые они вот для западного мышления оно считается таким естественным. Мы как-то продолжаем относиться к вот этой взаимодействию народ-государство, ну, мы простые люди, да, и власть, как-то вот по-советски еще. Вот у нас в голове осталось вот это советское государство, антигуманное, бесчеловечное, выполняющее какие-то свои цели, ставящее перед собой какие-то невыполнимые задачи, да, и потом просто тратя на них огромные ресурсы. Но надо же как-то тоже, вот, мы в чем? Мы не можем, художники, люди искусства, требовать от них выполнения каких-то там экономических. Ну, я что-то понимаю, но я не буду говорить, потому что я не специалист. Политический, я тоже не политик. Но по культуре я говорю, дайте премию Чалабарским киргизам, дайте звание Улан Джапару. Мне приятно. Вот в такой стране я хотел жить. И мне будет приятно, если как-то вас оценят. То есть это, я помню, что-то правильное делает. А вот это вот в контр с государством своим собственным жить, мне как-то не зябковато, что сейчас и происходит. А в случае вот с картиной, это вы сделали первый шаг, чтобы получить премию? Или государство, видимо? Нет, это от Союза художников. Я член правления Союза художников. А Союз, ну, тоже там, видите, есть определенные организации, которые имеют право предлагать. Но мне кажется, это неправильно, могут все предлагать. Просто они боятся, что будет большое количество заявок. И, как бы, то есть некоторая заорганизованность этого вопроса. Но это надо, все надо исправлять, потому что я же говорю, вот, ну как, вы говорите, что мы государство там этническое. Ну тогда народный, как представитель народной культуры. Будет такое звание вводить. Но у нас есть только народный художник. Все. Почему-то его выделили. Но это же какая-то несвязуха. Значит, у нас нет государственников, которые видят, что какие-то законы противоречат друг другу. Это простой вопрос. Ну, ладно, дали народного, там, не дали, тем более, оказывается, все денежные содержания сняли с этих званий. И с этих там медальки, орденов. Ну, исправьте ситуацию. Они не хотят исправлять. Не потому, что я так сильно там ожесточился против художников. Да нет, это в принципе все равно. Ну пусть так и остается. Но это не традиция, которую надо беречь. Это просто такая ошибка, как она произошла, непонятно. Это тоже вопрос для исследования. Но какие-то вещи надо исправлять. Это же, ну все это говорят, это тоже банальное высказывание, что если государство поощряет тех, кто действительно дает государству что-то, оно развивается. А если он поощряет просто каких-то спекулянтов, которые как паразиты сосут его, оно просто хуже там становится. Да. Но мне кажется, чтобы работать с государством, к сожалению, в том виде, в котором оно существует сейчас, нужна очень большая одержимость, смелость, не знаю, чтобы терпение, чтобы делать какие-то обоюдные взаимные шаги. Может быть, я тоже что-то здесь не то сказал. Я тоже не формал, я тоже, честно говоря, имел дело с государством, больше не хочу. Уж лучше сам по себе. Вот опять мы сталкиваемся в противоречии. Вот, но, наверное, последний вопрос, который я хотела задать, вот тоже про музей. Тоже интересно же, что он у вас не государственный музей, вот, который будет. И я очень рада, что он случился, вот, что он случится в скором времени. Вот, потому что, как человек, который тоже вот, горит за музеи, вот, мы видим, что как бы, вот, музеи сегодня они как бы немножко застыли тоже в той советской в том виде. Вот. И вот тоже как у вас есть какое-то вот видение музея? Вот как бы вы, каким вы его видите, как вы его строите именно вот структурно, идеологически?
Есть ли какое-то противопоставление? Это общие какие-то такие простые истины. Но я считаю, разные должны быть музеи, и государство тоже должно поощрять это. Не должно быть у нас моно одного. И образование не должно даваться только государству. Пусть участники тоже организуют. Ну, это и происходит. Ну и причем, по-моему, наше государство не очень против. Потому что есть такое понятие, там, бесплатное образование, всеобщее, среднее, бесплатное, среднее. Государство не справляется и призывает на помощь частников, ну, очень хорошо. Государство не справляется с проблемой транспорта, ну, не справляется, видно. Ну и призывает на помощь маршрутчиков, ну, тоже хорошо. Но они нас возят, как дрова, конечно. Накидают туда, и мы едем там просто как эти. Но все-таки, если частник не поможет государству, оно просто погибнет. Как Советский Союз. В Советском Союзе тоже не было частника, он погиб. А государство должно реально просто использовать, уметь использовать, уметь идти на сотрудничество вот с частными структурами, частными музеями в том числе. Потому что сейчас большая часть, оно не оседает в музее, потому что государство не может их выкупать, эту работу через музей. У них просто нет денег. Ну пусть частники выкупают, частные музеи. И надо идти в какую-то программу, им навстречу, может быть, выделять какие-то льготы даже делать. Землю. Вот сейчас есть музей феминистского искусства. Я не хочу говорить про себя вот лично. Но есть музей феминистского искусства, да, мы знаем, кто все это как делает. Ну, поддержите. Не надо там миллионами закидывать. Ну каким-то. Есть у государства там пустующие помещения. Ну, передайте. И там энтузиасты сами сделают. Они уже делают. И по большому счету я не пойду в музей феминистского искусства. Но то, что он существует, это хорошо. Вот такое какое-то разнообразие должно. На этой ноте, наверное, нам подает сигнал, что нужно завершить. Вот. Но я полностью соглашусь. Вот. Надеюсь, что все будут развиваться. Вот. И будет такое пространство, которое свободное, вот, и разнообразное. Спасибо большое за беседу, было очень интересно. Вам спасибо.